Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Из глубины веков», в которой мы будем говорить об ингушском национальном танце. И сегодня у нас в гостях известные работники культуры Газдиев Беслан и Ахмед Могушков. Здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Вы люди, посвятившие всю свою жизнь хореографии, танцам, и для вас, наверное, вам не безразлична, наверное, судьба нашего ингушского танца. Сегодня очень много проблем, связанных с этим. Как вы думаете, вот по вашему мнению, что с танцем происходит сегодня? Мы говорили с научными деятелями об этом, о том, каким он должен быть. Но какую картину вы сегодня видите? Давайте начнем с вас. Если говорить с глубины души и говорить сегодняшним днем, да, хореография именно ингушского танца сегодня не на том уровне, на котором должна быть. Элементы движения неправильные. Во-вторых, не исполняется ни один ход ингушского танца. Молодежь показывает его как элементы калмыцкого танца, кабардинского танца. В основном молодежь танцует, не делается полностью, не делается ход, не делаются элементы движения. Дело в том, что у нас испокон веков показывали элементы и характер на уровне грудной клетки. На уровне грудной клетки делается ход, вытягивая грудную клетку, показываешь свой характер, достоинство ингушского народа. Это осанка вы имеете в виду? Обязательно осанка. Ну и дело в том, что сегодня вот у него есть творческий коллектив, 1-2 творческих коллектива у Беслана. Вот эти творческие коллективы надо посещать, посмотреть, что делается от этих творческих коллективов. Вот оттуда надо и черпать все приятное, хорошее, для того, чтобы хорошо показать достояние ингушского фольклорного народного танца. Вот, да, то же самое вот, знаете, вы разделяете? Том, что вот, чисто вот тема хореографии, но это один из жанров искусства. Естественно, безусловно, что сегодня в республике необходимо развивать все жанры искусства. И один из таких жанров является хореография. Вы знаете, вот всем нам известно, что наш народ и потерпел и высылку, и лишение, и гонение. И поэтому мы на многие года отстали от других, скажем так, народностей. Поэтому нам сегодня нужно работать так, как будто бы день за 3 дня. И в плане хореографии, и в плане вокала, и в плане искусства, вообще во всех, скажем так, ракурсах и отношениях. Вы имеете в виду, что есть риск утраты наших ценностей? Да, мы утратили, конечно, многое с годами, эти годы и высылки нашей в Среднюю Азию, Казахстан. Но сегодня мы должны с вами все это наверстывать. И этим должен заниматься сегодня специалисты. Но, конечно, нам должна помогать сегодня наша молодежь. Нам должны помогать сегодня наши институты. Это институты и научно-исследовательские, это наши старики, это наши старейшие. Поэтому, если говорить, что происходит сегодня с хореографией, конечно, больно наблюдать, как сегодня превращается наша хореография в какую-то акробатику, превращается в какие-то цирковые движения, превращается в что-то непонятное, Если вот взять, допустим, возьмем сегодня профессиональный коллектив и возьмем хореографический коллектив самодеятельного плана. Что отличает коллектив этот профессиональный от самодеятельного? Ну, возрастной состав, само собой разумеется. А вот в исполнительском мастерстве это держание спины, осанка, это грациозность, где нужно выдержать паузу, где нужно выдержать, скажем так, ритмику. Вот это вот. Сегодня у нас вот есть коллективы хореографические при Доме народного творчества, это ансамбль Сунжа и Аса. Аса мы, кстати, возрождаем, мы сейчас через месяц его выставляем на сцену. Он на сцену не выходил лет 25, наверное, 30. Но сейчас я его восстановил. И вот это полностью новый коллектив, наверное, уже. Да, это полностью обновленный новый коллектив. И вот мы стараемся вот в процессе, я сам лично им преподаю, в процессе репетиционного процесса, я стараюсь вот эту грань между профессиональным и самодельным убрать вообще. То есть это грация, это держание спины, осанка, это, ну, то, что я перечислил. А что касается сегодня, чисто скажем, бытового танца, нашего бытового танца, это на наших торжествах, будь это свадьба, будь это торжества по поводу рождения ребенка. Ну, у нас много праздников, правильно? Вот. Наблюдается такая картина, когда ребята, молодые ребята, ну, позволяют себе очень излишества, ненужные вещи. По отношению не только к окружающим людям, которые находятся на этих торжествах, скажем, лозунг,
так по-ингушски говорить, не только к ним, даже по отношению к той девушке, с которой он танцует. Вы понимаете, что это неуважительные отношения, пренебрежение, так скажем, к девушке, с которой он танцует. Я уже не раз это говорил в других передачах, что он до такой степени себя хочет показать, до такой степени хочет себя раскрыть, какой я сильный, какой я красивый, какой я хороший. Самолюбование больше. Да, наверное, он сам собой любуется. Он хочет себя преподнести, вот какой я резкий, какой я сильный, что он забывает про партнершу. Он полностью выкладывает себя для окружающих, тех, кто наблюдает эту сцену этого праздника. Вот у нас издавна сложилось, вот говорят, эсди духар, эсди халхар, эсди улкаж. Вот эсди халхар, это по-вашему, это выдержка, Если да? меня спросить сегодня, эсди халхар, это когда парень ни на йоту, ни на секунду не сводит взгляд с девушки, с которой танцует, работает в движении только одни ноги. Верх пояса абсолютно мертвый. Вот поставь стакан воды на шапку парню, ни одна капля с этого стакана не должна пролиться. Понимаете? Вот до такой степени он дотянут как струна. Он работает только одни ноги. И что ноги делают? Вопрос возникает. Вопрос делает вот что. У нас было такое понятие, как кок-шорш-бухалхар. В классическом танце называют его на французском языке флик-фляк. Говорят. И руки работали, но не выше, скажем, плеч. Руки работают на уровне второй позиции, на уровне первой позиции и ноги. Все, абсолютно все. А тут что происходит сегодня? Он и нагибается, и прогибается, и назад кувыркается, и вперед кувыркается. И неизвестно, что происходит. Он полностью, когда уже выдыхается, он вспоминает про девушку, с которой танцует. То есть ищет пятый угол в комнате. Потом он ее уже вспоминает. Поэтому, конечно, происходит что-то невероятное сегодня с хореографией. Ахмед, вот вы руководитель творческой группы СИК. Какие изменения вы видите в своей работе? И насколько сложно сейчас вести работу именно в этом направлении? В детском творчестве у детей и юношества в городе Назрани, вообще, я должен сказать, в подрастающем поколении сегодня много детей хотят танцевать правильно, красиво и хорошо, для того, чтобы потом в дальнейшем для своего народа приносить какую-то пользу. Вот сегодня я набрал более 45 мальчиков, отдельно набрал в Республиканском центре творчества детей и юношества. И подбираю я детей для того, чтобы эти творческие коллективы в дальнейшем пополнить. В этом году идет еще дополнительный набор в ансамбль народного танца и ансамбль хореографический коллектив «Маленький джигит» при Республиканском доме творчества и юношества детей. И дело в том, что мы набираем детей для того, чтобы готовить их профессионалами, хорошими танцорами, для того, чтобы они были подготовлены чисто в народном плане. Это и физическое, и эстетическое воспитание, можно сказать, абсолютно, да? Должен признаться. Да, очень много мальчиков приходят к нам туда на занятия, трудятся благородно. Даже вот перед Бесланом я должен признаться, некоторые танцоры, я имею в виду сегодня, которые работают, начинают свою жизнь с азов. Сегодня элемент поклона, элемент движения характерного танца, элемент ингушского танца, элемент любого другого народного танца мы учим с нуля. И эти дети, когда смотрят другие творческие коллективы, наслаждаются и говорят, да, вот то, что мы знаем о своем народном танце, это превыше всего. Если сегодня, допустим, возникнет вопрос у любого человека, могут мне сказать, могут Ахмеду или хореографу, а чем вы занимаетесь, чтобы, скажем, чтобы воспитать нашу молодежь в правильном исполнении ингушского танца? Я могу сказать с полной уверенностью. У нас в каждом селе, там, где есть Дом культуры находится, если его там нету, на базе средней образовательной школы, то есть в спортзалах, у нас ведутся кружки по обучению ингушским танцам. Во всех домах культуры у нас есть коллективы, танцевальные коллективы, довольно-таки успешные, которые сегодня известны и далеко за пределами нашей республики. Например, взять город Карабулак, отличный ансамбль «Таргиб», который известен далеко-далеко за пределами нашей республики. Можно сказать, что профессиональный коллектив. Да, у нас коллективы действительно радуют. Если сегодня взять Малгобекский район, город Малгобек, культурно-досковый центр, только в одном культурно-досковом центре 3 ансамбля.
Это и молодежный ансамбль «Малгобек», это и «Зори Ингушетии», детский хореографический ансамбль, и недавно созданный ансамбль «Озорные девчата». Вот 3 ансамбля только, ради Бога, приходите, учитесь танцевать. Нету возрастных ограничений, абсолютно. Хоть от 4 лет, от 5 лет и до 70, до 80 лет. Ради Бога, приходите, будем вас учить танцевать. Но надо иметь желание. Поэтому у нас сегодня происходит катастрофа в плане хореографии. Танцует Бог знает что и танцует что угодно. Любое движение – это хореография. Но если это движение оскорбительного характера, если это движение унизительного характера, это неприемлемо нам, ингушам. Почему? Потому что, во-первых, и по вероисповеданию, по исламу, во-вторых, и по менталитету нашему, если хотите. Но нельзя неуважительно относиться к девушке не только во время танца, вообще нельзя неуважительно. Это полный образ джигита, он уже... Если вы понимаете, если он себя считает ингушом, эздисак, он должен уважительно относиться, поставь на ее место свою сестру, маму, свою жену, в конце-то концов. Поэтому надо уважительно относиться к той девушке, даже благодарить в каждом движении, даже пальцы ты должен благодарить эту девушку за то, что она вышла в круг, с тобой танцует. Наши ребята сегодня танцуют хореографию любых, всех народностей. Там и Калмыкия, там и Кабарда, там и Осетия, там и Мексика, там и Бразилия, и латиноамериканские, джайв, румбо, самбо, ча-ча-ча, все что угодно. Только не ингушский. Но они сами не знают, что они танцуют эти движения этих народностей, эти танцы. А в действительности я вот вижу на свадьбе, когда возле военкомата, когда наши призывники уходят в армию, на других торжествах. Я же человек, который видит, знает это, наметным глазом видишь, какие движения там происходят. Но они сами не знают, что они танцуют эти движения. Профессиональный взгляд. А я как профессиональный взгляд, я вижу, что он танцует. Сейчас, вот в данное время он станцевал Калмыкию, вот в данное время он станцевал Бразилию, здесь он станцевал Мексику, здесь белорусское движение, здесь даже применяются гопаки. Есть гопак такой, танец, да? Украинский. Понимаете? Поэтому я бы что хотел, конечно, это очень злободневная тема. Но как обычно наши великие умы говорили, без языка, без культуры нету наций. К чему мы идем? Я хочу, пользуясь случаем, обратиться к нашей молодежи. Ради Бога, приходите к нам. Мы вас научим. Лично я буду учить танцевать. Если я сегодня научу одного парня красиво исполнять основной ход ингушского танца и 1-2 движения, ему это вполне хватит. Но не нужны эти акробатические движения. Ну, кого мы хотим удивить? Ну ладно, я сейчас подпрыгну, 15 на 15 минут пропаду между небом и землей. Кого я смогу удивить? Да никого. Я удивлю своим отношением к хореографии, отношением к празднику, отношением к окружающим людям. Вот что самое главное. Там и внешний вид, наверное, тоже. Ну, естественно. Человек должен знать, куда он идет. Абсолютно. На свадьбу, если он идет, он должен быть серьезно, красиво одетый. В конце концов, у нас сейчас... Я бы очень хотел, чтобы сегодня наша молодежь привыкла бы к национальной форме. Это очень больная тема тоже. Я глубоко тоже верующий человек. Я уважаю религию, одеяние, но я же ингуш. Ради Бога. Но для вас важно, чтобы в одежде были национальные элементы. Ну, естественно. Девушка, красивые габли, вот они по щиколотку обычно, шаровары надетые. Это женская форма одежды, голова прикрытая. То же самое мужской, чукай, рубашка, тоже шаровары. Ну, это же красивая форма одежды. Если мы сегодня форму потеряем, если мы сегодня язык потеряем, в кого мы превратимся? Если мы сегодня не сохраним свой язык, если мы его с поколения в поколение не будем передавать, мы его утратим, потеряем. Тем более, я уже как в начале нашей передачи сказал, мы многое потеряли. Есть у нас еще творческие коллективы в центре юношества детей. Значит, есть ансамбль «Горянка», куда приходят девочки. Есть одна маленькая девочка, начала заниматься с 5 лет. Человек не может поверить, что эта девочка, очень музыкальный слух у нее, выработан, красивый, танцует прекрасно. С 5 лет мы начали набирать этих девочек. Тот, кто желает, вот только что сказал Беслан, тот, кто желает научиться хорошо танцевать, правильно танцевать и по-народному хочет себя показать, не так, как сегодня это муссируется красиво, танцевать сразу научиться невозможно. Нужен труд, еще раз труд. Для этого надо приходить на занятия, посмотреть, как танцуют, как держать осанку, как делать поворот, как красиво себя преподнести. Девушки, которые танцуют
с тобой. То, что вы сказали, девочек набирают, я много вот встречала родителей, которые просто хотели бы выровнять осанку своей Нет девочки, даже вопросов. если у них не посвящают они свою жизнь танцам, но... В ансамбле народного танца «Горянка» при Республиканском центре детей и юношества, пусть они приходят к нам, нет вопросов. Мы набираем. Без ограничений набираем. Вот для нас сегодня важно, чтобы именно бытовой танец соответствовал тому уровню, который был задан изначально. Вот наши предки, деды, прадеды как танцевали? Вот я должен признаться, я давно знаю Беслан, не сегодняшним днем. Мы творческий свой опыт передаем подрастающему поколению. Он подготовил менее 3500 человек, а я чуть больше. Почему? Потому что я начал работать в ансамбле «Война» и приехал сюда после этого. Должен признаться, есть у нас творческие, очень одаренные и заслуженные артисты Республики Ингушетия есть. Есть творческие коллективы, где наши ученики уже преподают и носят весомый вклад. Вот смотрите, есть у нас форма была такая чисто организация досуга. Наши старики, наши предки проводили вот таким образом. Зуаху. Если взять праздник, эту сторону, да? Зуаху. Допустим, приходят, в Кегинах приходят ребята, там, родственники приходят там, на свадьбу. Там, шуточное сватовство называлось, да? на торжества, да, это шуточное сватовство, Зуаху, по-ингушски говоря. Вот сегодня Республиканский дом народного творчества уже 4-й год занимается этим проектом. То есть я, как директор Дома народного творчества, составляю график, план-график проведения Сакерды, Меселиныш, Лозер по всем домам культуры. Ежесубботно. Они проводятся везде по домам культуры. Уже традиционно вели вы уже. Да. И показательно мы это проводим, скажем, по графику в одном из определенных домов культуры. То есть туда директор, художественный руководитель данного клуба, того или иного, привлекают парней, привлекают взрослых девушек. Парни заходят, ну там идет чисто по программе, завязка, как они заходят. Тамада женщина встречает, девушки выходят, становятся в ряд, парни сидят, их приветствуют. Идет диалог. Зуахулол, сватовство шуточное. Потом идет хореография, танцуют. Вот типа такого. Цели и задачи сегодня – привить сегодня любовь подрастающего поколения к нашему национальному фольклору. И вот вы чувствуете это именно заинтересованность молодых людей? Конечно, конечно. Но вы знаете, надо сказать, что очень тяжело дается. Вот уговорить девушку прийти туда, уговорить парня прийти туда. Кто-то стесняется, кто-то не хочет, кто-то еще что-то, понимаете? Но есть зачастую сегодня люди, молодежь, которые абсолютно ни сном, ни духом не ведают, что это такое вообще. А есть люди, которые сегодня с удовольствием приходят, но там, видите, что происходит? Мы своим этим проектом одним махом развиваем несколько жанров. Это и разговорный жанр, это и музыкальный жанр, это и вокальный жанр, где промеж сватовства исполняются песни. Это и обязательно хореография. Это, можно сказать, выявление талантов еще? Конечно. Естественно. Конечно. Выявление и талантов, прививание любви к национальному фольклору, к национальным обычаям, к лучшим традициям ингушского народа, понимаете вы? Вот. Если мы сегодня... А есть люди, вот я был свидетелем того, что начали, как-то мы сидели, я там присутствовал, парни начали засватывать, он подумал как? Он подумал, что он в действительности после этих делов он должен забрать ее к себе домой. К себе домой, его это чему-то обязывает, и он вскакивает и говорит: мне нельзя, я не хочу. Вот он не знает, понимаете? Мы не объяснили. Но потом-то он понял, наверное. И вот чтобы этого не происходило, мы сегодня ведь наши же как, вот сегодня у вас устраивали, завтра у них устраивали, на свадьбу приходят гости, Кегина, ахоши, ребята садятся, девушки приглашаются, не обязательно этого дома, соседские девушки, родственницы. Просто-напросто вот такого рода проекты, если мы будем их внедрять в массы, они будут воспитывать сегодня нашу молодежь. Воспитывать. Некоторые к этому относятся как-то с пренебрежением. Но хорошо, если мы не будем развивать свой фольклор, а кто им будет заниматься? Особенно касаясь в плане музыки, хореографии, вокала. Я помню, мой отец очень красиво танцевал. Да, в Герштолцах. Он очень красиво танцевал. Это преемственность поколений, да? Я у него взял вот несколько движений, как он танцевал. Особенность, он танцевал движение кокчош-махалхар, то есть скольжение ступнями по полу. И четкая фигура, четкая осанка, корпус.
фактура называется. Вот это я запомнил. Кто-то вот так там, но я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то в старинку или там как-то еще танцевал там, согнувшись, 3 погибли. Вот сейчас вот мы наблюдаем ту картину, когда парень перед девушкой или еще хуже того, что спиной к ней поворачивает, 3 погибли, сгибается, чуть ли у него голова не касается лоб пола, и что он только там не вытворяет, как будто он что-то там собирает. Имитирует все то, что... Да. Что ты там делаешь, спрашивается. Ну, выпрямься. Недозволительно любому. Потом эти ненужные жесты по отношению к девушке. У вас Нет. богатые вот прошлые танцора, и, соответственно, у нас опыт, конечно. Да. Если вы понаблюдаете 20-летнее прошлое сегодня, вот какую работу вы видели Разница тогда? большая. Дело в том, что если взять за основу все народные танцы и все то, что было в предыдущие годы, да, тогда чувство ответственности, чувство уважения друг к другу, уважение к девушке, к своему народу, я должен признаться, было намного сильнее. Вот если Аза говорит насчет того, что вопрос, который вы задали по поводу 20 лет назад и теперешние отношения, вы знаете, тут надо сказать, что когда при становлении республики, понимаете, у старшего, младшего, что млад, что стар, у людей было чувство патриотизма, чувство гордости. Вот наша республика становится. И каждый рвал металл, чтобы лучше сделать на каждом своем месте, участке. Ну, касаясь сегодняшнего, спустя 20-22 года... Трудности объединяли нас больше, да? Объединяли. Да, То есть да. была полная агломерация общества. Агломерация. Люди собрались. Я же говорю, чувство патриотизма. Сегодня, спустя 20-22 года, люди немного расслабились. Нам нельзя расслабляться сегодня. Нас к тому же призывает и наш глава республики, чтобы каждый человек на своем месте работал бы с полной отдачей, с чувством патриотизма, с чувством еще невыполненного долга. Конечно же, мы надеемся, что вот эти работы, которые вы проводите, она не уйдет бесследно. Эффект в любом случае должен быть. И мы надеемся с помощью вашей помощи сохранить именно нашу национальную культуру. Я сделал это самое главное, наверное, для ингуша. Конечно. Я благодарю вас за участие в нашей программе и надеюсь, что это наша не последняя встреча, и мы, конечно же, будем радоваться успехам от вашей работы. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам тоже. Дорогие телезрители, сегодня о сохранении национального танца мы поговорили с представителями культуры Республики Ингушетия. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.